Сёння той самы дзень, калі ва ўсім свеце адзначаецца дзень людзей з сіндромам Даўна і дзень паэзіі, адначасова 21 сакавіка. Калісьці, праз тое, што для мяне абедзве гэтыя тэмы вельмі значныя, нарадзіліся такія вершы. Яны па-руску. Интернат. Средь одуванчиковых лун, когда в цвету начало лета, легко теряются поэты и спят по-детски на полу. Вдали от мамы бытия, от суеты дорог каретных, в садах секретных и запретных идут без боли и нытья. Летят за семенами ивы, лежат в слезах мышей и сов. На двери рая сгнил засов, но весь порог зарос крапивой. Цветет в губах ребенка счет, все числа в лепестках и росах. Поэты видят, как непросто расти со справкой на учет. Но что с того? Постель заправил, прядь мха убрал за корни древ, луной сердечный стук согрев, других Господь им не дал правил. Направил души под навес, там, где насест скворцов скрипучий, и дерево растет сквозь тучи, корнями все схватив окрест. Согрет луной сердечный стук детей, садов, поэтов, лога. Единым ритм больного слога логопедического бога, и лето прячется во рту. Яшчэ адзін таксама рускамоўны называецца «Сакавіцкая люстэркавая» альбо «Мартовская зеркальная» з такой адсылкай да Льюіса Кэрола, а таксама да таго, што людзей з сіндромам Даўна называюць сонечнымі. Ветер потрогать иди, обслюнявливай пальчик, дар твой теням не вредит, ты лишь солнечный зайчик, блик на стене у окна, отраженный от люстры. Ты не чернила, а хна на плече Заратустры. Выходит кто, если б знал. Вдруг я зайчик безлапый. Вот карандаш. А пенал? Не роняй его на пол. Ноги рисуй. Или так, костыльком приспособив, прыгай по краю листа. Зайчик, зайчик особый. Зайчиков лечит ни света, ни цвета от увечий. Лечит звенящий браслет на руке человечьей. Лечит, мерцая лицо, и кристаллики взгляда. И карандашик ему, карандашик не надо. В зеркало только взгляни, глаз прижмурь, между прочим. Смотрят украдкой они, слепят нас и хохочут. Прыгают вверх или вбок, пьют часы, как заварку. Шляпой напялят сапог и гуляют по парку. Это и я там, и ты, и любой из соседей. Мартовский солнечный дым